этом селе была открыта первая школа в Коми края. Заработала первая здравница и был построен первый завод – завод по добыче и переработке соли. Сегодня мы приехали в Серегово, село легенд и царство соли. Месторождение соли под Сереговой горой было известно издавна. Тогда соль выпаривали примитивными способами – сушили под навесами или подбрасывали горячие камни в сосуд с рассолом. Наши предки использовали сереговскую соль и для пищи, и для лечения. Соляные источники были известны давным-давно. И когда немцы приезжали за солью, соль обозначала на их языке слово «сэр». И потом впоследствии при помощи суффиксов, в частности суффиксов, возникло название Серегово. Мы встречаем уже в 1608 году это место как Серегова гора, возвышенность. Первые упоминания о селе связаны с солепромышленником Строгановым. В конце XVI века купец со своими сыновьями открыли на Выми первую солеварню, но уже через несколько лет Строгановы продали производство книжпогосским братьям Опариным. В 1768 году в селе построили большую каменную двухэтажную церковь. В советские времена ее разрушили, а недалеко от того места, где стоял храм, выросли 4 лиственницы. Согласно местной легенде, деревья символизируют дочерей церковнослужителя. Они стоят и оплакивают всех земных грешников, а смола на ветвях – их слезы. Но оказалось, есть еще одна легенда. На этом месте были захоронены все служители из поколения в поколение. При церкви, которые находились со временем, их было много. И был установлен крест, то, что находился здесь погост, то есть кладбище. Далее, когда церковь разрушили, этот крест перенесли каким-то чудесным образом. И этот крест без физических каких-то усилий оказался снова на этом месте. Жители села уверены, эти 4 лиственницы чудотворные. Прикоснувшись к их коре, можно избавиться от многих болезней. И всем, кто приезжает в село погостить, обязательно их показывают и дарят на память семена с шишками, чтобы святых деревьев было на Руси как можно больше. Знаю, что пожилые люди, они, зная это место, ходят, кто поклониться этому святому месту, кто-то подзарядиться от этих великолепных лиственниц. Смотришь на них, и действительно они такие величавые, здоровые, то есть несущие какую-то благодать. И духовную, и физическую, то есть для здоровья. Силу и здоровье просят люди и у оберегающих крестов. Этот крест в прошлом году поставили. Мыть грехи, то, что здесь на святом месте, все ж таки тут прах людей. Здесь раньше было кладбище, и чтобы защитить от всех этих напастей разных. Раньше в селе крестов было 5, теперь только 3. 2 новых и 1 старый, с охранной. Он стоял при въезде в Серегово, на спуске к реке. Его сюда поставили аж в 1684 году. Со временем местные жители не раз меняли его. Вот и сегодня крест увезли на реставрацию. Оказывается, деревянный оберег поставили на месте битвы сереговцев с соловецкими пришельцами. Налетчики попытались было тогда захватить здешние соляные промыслы. Через 100 лет на село обрушилось еще одно несчастье. В начале XIX века в Серегово произошел большой пожар. Огонь уничтожил почти все. Ходит легенда, мужчина поставил всю свою семью возле этого креста, но здесь еще можно склоняться к той версии, что рядом река, спуск вот этот послужил, и вот этот оберег сохранил. Наверное, кресты действительно оберегают Серегово и жителей от беды напастей. Ведь старинное село стоит словно на вулкане.
Почти 30 лет назад здесь произошел необъяснимый и странный случай. На ровном месте образовался провал. В образовавшуюся бездну упал добротный дом. Здесь жил ветеран войны, участник войны Башлыков, и он сдавал комнату. И вот эту комнату сняли молодожены, только что поженившиеся, тут наш вот местный парень и приезжая девушка. И вот однажды утром, это было лето, солнце, он рано очень проснулся, выходит на крыльцо, смотрит на солнце, радуется, подтягивается, и вдруг чувствует, что там под ногами не то. Опустил голову, а там пропасть под ним. Он быстро забежал снова в свою комнату, разбудил свою молодую жену, и они через окно выползли, и в этот же день дом провалился, ушел. Так это все быстро произошло, мы издалека смотрели, близко подходить было невозможно, страшно было. И эта яма такая глубокая. Вот мой муж был тогда инженером в этом сользаводе, приезжала комиссия, они решили узнать, какой же глубины эта яма. Опускали, говорит, веревку с грузилом, по-моему, сказал, до 130 метров, и не достали дна. А потом яму засыпали песком, но через несколько дней песок снова осел. Теперь здесь огромная яма, растут деревья и трава. Уже и не скажешь, что когда-то тут стояли дома. Однако сереговцы все еще боятся этого страшного места. Боятся за скотину и детей, ведь овраг даже не огорожен. Небольшие провалы происходят и сегодня. Этому учительскому дому 40 лет. Год назад здесь разрушился фундамент. И что самое интересное, двухэтажка стоит на одной линии с ушедшим в 1984 году под землю домом. И мы висим на воздухе. Год мы больше уже стоять не можем. И нам очень страшно, потому что еще у нас ведь очень много пустот из-за того, что постоянно у нас вымывали соль. Так в чем же причина таких обвалов? Село стоит на куполе соляного месторождения. На сегодня это самое большое купольное месторождение каменной соли. Поверхность представляет собой каменную крышку из гипса, ангидрита, глины и других пород. Опасными является то, что очень часто на поверхности такой крышки появляются просадки, воронки, провалы, карстовые озера. А еще в Серегово, на Выми, есть необычные острова – остров Любви и остров Разлуки. На них тоже происходят необъяснимые вещи. У меня хорошая знакомая никак не могла родить ребенка с любимым человеком. Не получалось лет 7, может, 8. Бабушки сказали, съездите на остров Любви-то, на Ивана Купалу. И через 9 месяцев у них родился ребенок, и потом они еще 3, по-моему, нарожали. Вот. А по правую сторону, с той стороны, у нас остров Разлуки. Он такой жертвенный остров. То есть на той стороне у нас тонут люди, молодые люди, дети. Вот, то есть не очень хорошая сторона вот этого. Сегодня здесь уже соль не добывают, не работает и завод. А вот Сереговская здравница известна по всей республике. Издавна местные жители знали о чудесных свойствах сереговских рассолов и широко применяли их для лечения суставов. В скором времени на другом берегу Выми откроют новый корпус санатория. И, возможно, добыча соленого лекарства возобновится.